Сегодня в Ижевске продемонстрировали новенький Steinway. 3 рояля высокого класса приобрели к юбилею Чайковского. Каким принципом руководствуются специалисты при установке таких инструментов и когда можно будет оценить их звучание, расскажет Ирина Кропачева. Заветные для каждого пианиста слова на упаковке. В этой внушительной, пока еще опечатанной для надежности коробке рояль Steinway. Для нас это все равно, что для водителя автомобиль бизнес-класса, отмечают музыканты. О таком инструменте в Удмуртии мечтали давно. Приехал из города Гамбурга, Германия, рояль ручной сборки, более 11 тысяч деталей, которые создаются именно вручную. И последнее приобретение в Удмуртской республике такого уровня рояля было в 1989 году. По словам Алексея Фомина, с выбором этого инструмента помог пианист Денис Мацоев. Всего же к юбилею Чайковского в Удмуртии появилось 3 новых рояля. Их место прописки – Воткинский ДК «Юбилейный», столичный театр оперы и балета и филармония. Каждый обошелся примерно в 7 миллионов рублей. Деньгами помогли спонсоры. Освободить от упаковки, прикрутить ножки, аккуратно опустить рояль на пол. Устанавливают инструмент московские специалисты. Движение выверенное. Главный принцип, как у врачей – не навреди. Тяжелый рояль, 600 килограмм в упаковке весит. Вот. Царапать нельзя. Если поцарапать где-то, скол какой-то, восстановить очень тяжело будет, только в заводских условиях. Чтобы сохранить инструменты, в помещении следует установить климат-контроль, рассказывают об условиях контракта профессионалы. И вот последний штрих. Рояль во всей красе, зеркальное покрытие, золоченые детали. На очереди следующий этап. В выходные новые инструменты предстоит настроить. Услышать, как звучат новые инструменты, можно будет уже в начале апреля в Ижевский Воткинск. С концертами приезжает всемирно известный пианист Денис Мацоев. Ирина Кропачева, Алексей Крылов. Вести. Удмуртия.